3 мая в Уфе пройдет Республиканский гражданский форум. Давайте об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Я представляю гостя в студии. Это Зульфия Гайсина, председатель Совета при главе Республики Башкортостан по правам человека, депутат Госсобрания Республики Башкортостан. Зульфия Арифовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы говорим с вами сегодня о предстоящем гражданском форуме. Это уже традиционное мероприятие, которое проводится с 2014 года. Вот какова его главная задача, каков основной смысл? Основной смысл, наверное, понятен. Поскольку это гражданский форум, то он проводится для гражданских активистов в первую очередь, для некоммерческих организаций, для органов местного самоуправления и для органов государственной власти, для того, чтобы наладить большее взаимодействие, большую коммуникацию с институтами гражданского общества. Простите. И очень интересно, что мы проводим этот форум 3 мая, причем по прогнозу, по нашему прогнозу, достаточно большое количество людей планирует принять в нем участие. И по прогнозу погоды 3 мая ожидается снег, и погода спустится до 0 градусов. Ну, надеюсь, что при этом вопросы будут решаться так, как будто у нас в Уфе плюс 25. Именно так. Зульфия Арифовна, давайте обсудим, на кого рассчитан форум. Вы уже сказали, что есть вот такие задачи. Кто в нем принимает участие? Гражданский форум рассчитан на гражданское общество, на институты гражданского общества. Это те активисты, которые проявляют свою активную гражданскую позицию, для некоммерческих организаций, для того, чтобы наладить их большее взаимодействие с органами власти, для того, чтобы проконсультировать их, каким образом им привлекать грантовые средства, либо средства меценатов, а также для тех органов власти, которые хотели бы внедрить какие-то новые социальные практики. Достаточно большое количество площадок будет на гражданском форуме, которые затронут очень многие темы. Допустим, это в первую очередь, конечно, тема патриотизма. Причем патриотизм во всех его проявлениях. С одной стороны, у нас сейчас идет специальная военная операция, и, скорее всего, на пленарной части мы об этом более подробно будем говорить, в том числе и с главой республики. Кроме этого, воспитание патриотизма среди молодежи и подрастающего поколения – это точно так же очень важная тема, причем она будет присутствовать на многих площадках. Также с учетом того, что в Российской Федерации у нас сейчас год 2024 объявлен годом семьи, естественно, мы площадку и по семейным вопросам предусмотрели, это укрепление семейных ценностей, а также темы, которые волнуют нашу республику, это 24 год, год людей с ограниченными возможностями. На нем, естественно, наше Министерство труда и социальной защиты представит свое видение. И есть такая проблематика, как взаимодействие гражданского общества, гражданских активистов с органами власти. Поэтому мы поговорим о теме фейков и каким образом повысить доверие граждан к органам власти. Это как раз и будет моя площадка, площадка Совета по правам человека. Мы ее проводим совместно с Общественной палатой. И на этой площадке мы обсудим те возможные варианты, каким образом нам противодействовать фейковой информации, которая распространяется умышленно деструктивными элементами, а также поговорим о том, каким образом государству наладить большую, лучшую коммуникацию с обществом для того, чтобы оперативно решать какие-то возникающие вопросы. Вот такие непростые у вас круглые столы, я имею в виду именно эти темы, которые на сегодня очень актуальны, вызывают очень много споров. Вот именно давайте поговорим о теме фейков. Какие здесь именно проблемы будут подниматься? Кто будет принимать обсуждение? Уже понятно, обрисован именно список людей, которые будут дискутировать на эту тему. На каждую площадку у нас приглашены федеральные спикеры. С персоналиями можно ознакомиться на странице ВКонтакте, где мы выложили всю информацию по поводу проводящегося предстоящего гражданского форума.
И эти спикеры, естественно, расскажут каждый по своей теме о том, каким образом работают они, ознакомят с успешными социальными практиками, которые они внедряют, поделятся опытом привлечения денежных средств посредством фандрайзинга. Фонд грантов расскажет, каким образом необходимо взаимодействовать для того, чтобы получать федеральное финансирование, опять же, через фонд президентских грантов, через фонд грантов главы республики. И я думаю, что каждый спикер, он специалист в своей области, будет очень интересный и очень много полезной информации. Еще один круглый стол – это как повысить доверие к власти. Поправьте, если я не права. Да, именно так. У нас будет совместный круглый стол с Общественной палатой. Мы там затронем две постоянно пересекающиеся темы. Это тема борьбы с фейками, с фейковой информацией и тема повышения уровня доверия к власти со стороны гражданского общества. Дело в том, что у нас на самом деле очень много институтов, которые призваны к тому, чтобы налаживать коммуникацию общества и органов исполнительной власти, именно исполнительной власти. К ним относятся как Общественная палата, некоммерческие организации, которые как раз имеют свою целью налаживание взаимодействия и коммуникации. Это Совет по правам человека, кстати, созданный по итогам одного из таких гражданских форумов. Это и депутатский корпус. Поэтому, учитывая, что у нас достаточно большое количество тех институтов, которые призваны налаживать коммуникацию, мы хотим поделиться, как на круглом столе, своими мыслями о том, каким образом более эффективно работать вот именно этим институтом, и каким образом эти же институты могут противодействовать распространению фейковой информации. Поэтому туда мы пригласили и журналистов, в том числе, которые работали над проблематикой распространения фейковой информации. По итогам же нашего круглого стола будут выработаны какие-то конкретные предложения для того, чтобы утвердил их глава нашей республики, с учетом того, что в 2022 году указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина была утверждена специальная стратегия по сохранению традиционных ценностей в Российской Федерации и укреплению этих традиционных ценностей. Вот именно под этот указ и получилась наша площадка, где, опять же, мы будем раскрывать те дефиниции и понятия, которые даны были в этом указе. Зульфия Арифовна, вот тот набор, вот мы с вами обговорили, какие темы будут обсуждаться на гражданском форуме. Они отражают, может быть, настроение современного общества, те тенденции, которые сейчас у нас есть. Но и я бы, наверное, сказала бы именно в Республике Башкортостан, которые свойственны. Каждая площадка, она, конечно же, своего рода уникальна. Почему? Потому что, ну, допустим, если взять такой институт гражданского общества, как некоммерческий сектор. Дело в том, что некоммерческие организации, они нуждаются в поддержке и в помощи. Есть поддержка государственная, которая выделяется в виде субсидий и грантовых денежных средств. Есть поддержка через меценатов, благотворителей и других неравнодушных граждан, в том числе и через волонтерские какие-то движения, которые помогают и развивают социальные инициативы. И с учетом вот этих вот всех возможностей некоммерческий сектор должен понимать и проходить специальное обучение для того, чтобы эффективно использовать те имеющиеся ресурсы для своей успешной деятельности. Зульфия Арифовна, какой сейчас наблюдаете у нас, может быть, какие тенденции именно в обществе Республики Башкортостан в современной ситуации, в современной обстановке? Вот отметили бы сейчас, растет ли патриотизм
Вот вы, как человек, который непосредственно общается, видит весь этот срез, может быть, гражданского общества? С началом специальной военной операции, конечно же, мы очень много сейчас говорим о патриотизме. И на самом деле патриотизм – это, наверное, первоочередная тема, которая сейчас звучит на каждом крупном мероприятии, которое проводится в нашей республике. У нас в республике, кроме этого, реализуется достаточно большое количество проектов, которые призваны в том числе мобилизовать общество, консолидировать его в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. И, естественно, патриотизм при консолидации общества вокруг одной общей проблемы, он вырабатывается автоматически практически. Но необходимо иметь в виду, что больший упор необходимо сделать в настоящее время именно на подрастающее поколение, потому что от подрастающего поколения зависит наше с вами будущее. Вот именно для подрастающего поколения будут ли какие-то круглые столы на гражданском форуме? Отдельно для подростков, для молодежи, конечно, у нас есть один круглый стол, который будет проводиться как раз-таки Госкомитетом по молодежной политике. И там, я думаю, тоже будут интересные спикеры, которых нужно будет послушать, и выдержки из результатов этого круглого стола, естественно, будут выложены в социальных сетях. Вы сказали уже, что одним из результатов предыдущих гражданских форумов есть создание Совета при главе Республики Башкортостан по правам человека. Вот чего ждете от нынешнего форума? Решение, может быть, каких вопросов, какой-то результат? Вот по вашим прогнозам. По нашим прогнозам мы, конечно же, ждем значительных результатов. В планах у нас, конечно же, что глава даст многочисленные поручения, которые касаются каждого из институтов гражданского общества, который является организатором. Это и Общественная палата Республики Башкортостан, и фонд грантов при главе Республики Башкортостан, и Совет при главе Республики Башкортостан по правам человека. Планы у нас большие, но вот какое решение примет глава, пока остается у нас еще под вопросом. Но самое главное, что будут выдвинуты предложения на гражданском форуме, и это будут предложения именно от общества, которые актуальны и своевременны. Это то, что сейчас общество хотело бы видеть, верно понимаю? Именно так, поскольку мы работаем непосредственно с гражданами, с населением, мы знаем, что их волнует, что волнует тех людей, которые обращаются к нам, и мы постараемся приложить все усилия, чтобы те предложенные варианты по улучшению социальной обстановки были приняты главой и утверждены в виде поручений. Спасибо вам огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Я думаю, что подготовка сейчас идет очень активно, однако нашли время, пришли, пообщались. Я думаю, что и мы проанализируем обязательно результаты гражданского форума в будущем. Спасибо. Благодарю. Это была программа «Интервью», и сегодня в гостях у нас была Зульфия Гайсина, это председатель Совета при главе Республики Башкортостан по правам человека, депутат Госсобрания Республики Башкортостан. Спасибо, что были с нами.